Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какие перемены неизбежны, чего нельзя изменить. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, какие перемены неизбежны, чего нельзя изменить. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень красивые птицы у вас здесь вышли. Птицы. Ну что, давайте по порядку пойдем. Это отсыпочка общая, поэтому, мои хорошие, выбирайте информацию для себя. Вот услышали про себя? Согласны с тем, что я сказала? Пожалуйста, комментарии, вот как раз услышали, да, сразу пишите комментарий. Принимаю. Все. Вот так это работает. Так, смотрите. Здесь явно идет перемещение ваше. Куда-то вы будете ездить, куда-то вы будете уезжать, кто-то будет переезжать, переселяться, менять локацию, а кто-то даже будет эмигрировать. Здесь у вас дорога, путь выходит. Путь, понимаете, какой? Вот как качели, да, вы знаете, детские качели, которые вверх-вниз, то есть два человека катаются. Вот и у вас вы как будто бы из нижней точки выбираетесь в верхнюю точку. Кто-то уже, кстати, готовится, либо кто-то уже даже переехал, но вы как новичок там. Вас многое пугает, вы еще многого не понимаете. Кто-то, знаете, даже напрягается, думает, ой, а правильно ли это решение? Может быть, пока не поздно назад вернуться. Ни в коем случае, мои хорошие, ни в коем случае. Ваша жизнь, она вот как раз на новом месте полностью обновится. Вот ваш переезд, либо ваша эта поездка, переселение, релокация, да, это все было запланировано в вашей судьбе. Вы мечтаете о новой жизни, вы мечтаете жить по-другому, без каких-то вот напрягов, без каких-то лишений, страхов, переживаний. Вот место, где вы находитесь сейчас, либо где вы находились ранее, оно не позволяло вам реализовать ваши мечты. А вот на новом месте, ну, как с чистого листа пойдет. Там благополучное место для вас будет. Хорошее такое, доброе. Люди хорошие будут, может быть, даже какие-то законы, условия. Вот, ну, представьте, что вы цветочек, да, и вы находились где-то в каком-то поле, да, постоянно там ветра, засуха, там, грызуны, насекомые, да, никто вас не защищал, никто не помогал. Сейчас же у вас условия не тепличные, но вот какого-то сада, где есть заботливый садовник, который помогает и заботится. Мои хорошие, тут путь меняет все. У кого-то это действительно будет переезд, релокация, а у кого-то это будет поездка. Поездка, которая поменяет очень многое в вашей жизни. Вас поменяет в первую очередь, ваши отношения, ваше восприятие. Возможно, в поездке вы встретите свою судьбу. А возможно, в поездке вам откроется нечто важное для вас. Может быть, вы в своей поездке раскроетесь, как личность раскроетесь. Какие-то таланты, способности дадут знать о себе. Ну, здесь явно мысли есть, планы есть, но, может быть, только у единиц это будет спонтанное решение ехать, да, либо такой случай, когда вы вынуждены собрать вещи и поехать. Но, тем не менее, вот начинается ваш путь с дороги. У вас даже в этой дороге чаша идет, чаша наполненная. То есть жизнь пойдет через край, да, энергия пойдет, только лишь осуществив путь. Понимаете? Сейчас застой, день сурка, ну, болотце с лягушками. Дорога все поменяет.
У кого-то короткая дорога, да, съездил, вернулся, все поменяет, вас поменяет, а у кого-то длинный путь, да, переехал на новое место с трудом, может быть, с какими-то препятствиями, и жизнь меняется. Вот не избежать вам этой дороги. Дорога судьбоносная у вас выходит. Дальше, мои хорошие, здесь у меня человек, который играет вами. Человек лицемерный, человек, ну, ушлый, да, будем называть своими именами. То есть человек ориентируется только на свои интересы. Вот что ему нравится, либо ей, что удобно, что подходит, то и делает. Как только идет вразрез интересов этого человека, человек просто говорит: ой, а я не могу, или я не буду, либо просто саботирует какое-то поручение, либо задание. Человеку очень важно вас удерживать на коротком расстоянии. То есть, ну, грубо говоря, да, вот по правде, человек вами просто пользуется, паразитирует на вас и вами пользуется. Это может быть кто угодно, начиная, например, от родственников, заканчивая даже партнерами. Человек так просто удачно присосался и тянет всю энергию, все возможности. Если что-то в жизни не дается, не получается, если какие-то идут обломы, неудачи, ну вот задумали вы дело, раз не получилось, ну это просто человек у вас, ну вот таким образом ворует. Ворует и вашу удачу, и вашу энергетику, при этом чувствует себя неплохо, жизнь у него неплохая, либо у нее все получается задуманное. А что не получает, человек компенсирует за ваш счет. Нормально так себе живет. А в левой стороне этот человек уходит. Во-первых, с этого человека будет снята маска. То есть вы поймете, кто это человек и истинное нутро этого человека. И второй момент, то, что этого человека просто выгоняют из вашей жизни, так выдворяют. Прям пинком, понимаете, высшие силы его из вашей жизни выгоняют. Вам, честно скажу, будет жаль этого человека. Потому что привычка – это самое худшее, что может быть. Да, самое вредное пристрастие человека – привыкнуть. Потом начинается ломка. И у вас эта ломка будет. У вас будет желание этого человека вернуть. Вот кто-то скажет: ой, ладно, абьюзер, но зато мой. Да? Кривой, косой, но мой. Девчонки, но ни в коем случае. Мужчины то же самое. Если мы говорим о партнере, о паре, о любви, то этот человек не ваш, не по судьбе. Просто вот паразитов поймали, и паразит прекрасно себя чувствует. Пока этот паразит рядом с вами, тот, кто настоящий ваш партнер, тот, кто по-настоящему по судьбе, ваша половиночка, к вам доступа не имеет. Вот этот паразит, он создает такую ширму, и вас не видно, ваш любимый человек, по судьбе который, да, он вас не может разглядеть. И вы никак встретиться не можете. А даже если вы встретите, представляете, что будет? Представляете, как вас можно отпустить? Как? Вы же такое вкусное яблочко, да, которое можно есть и есть. Поэтому, мои хорошие, не сопротивляйтесь. Вижу, что вы будете себя плохо чувствовать, вижу, что будете делать даже какие-то попытки, но это неизбежно. Вы расходитесь с этим человеком. Особенно для тех, у кого был долгий, тяжелый брак, либо треугольник долгий, да, любовные отношения в треугольнике очень долгие, когда женщина потеряла даже очень много времени, либо мужчина, наоборот, потерял. Поэтому, мои хорошие, человека этого уходят из вашей жизни, поэтому не пытайтесь останавливать. Почему не пытайтесь? Ну, потому что все равно уйдет, а вы еще больше будете расстраиваться. Вот. Так что, мои хорошие, здесь паразитство, пиявочность, она заканчивается. Вас освобождает. А вы знаете, вы себя даже по-другому начнете чувствовать. У вас силы появятся, у вас желания появятся, у вас стремления появятся. Вы начнете развиваться, по-настоящему развиваться. И, кстати, многие из вас поймут, что вы абсолютно не неудачник, а наоборот, очень даже и счастливчик. Вот такой вот человек. Просто кто-то подсасывал, да, забирал у вас, и поэтому в жизни были такие неприятности. Так, идем дальше по левой стороне. Здесь у меня кто-то из моих дорогих зрителей не может вернуть свое. Кто-то не может вернуть свои, например, средства, там, деньги, может быть, даже имущество, а кто-то никак не может добиться справедливости. Вот. И вы в такой ситуации сложной, может быть, даже по времени очень затянутая идет ситуация, как будто вам
недоступен справедливый суд, либо справедливое решение. Какие-то люди на вашем пути, но там то ли коррупция, то ли какая-то халатность, все какие-то безалаберные, друг на друга косятся, да, и никто ничего сделать не может. Но в вашем случае ситуация крайне несправедливая, абсолютно несправедливая, и вы, ну, почти руки опустили, думаете, ну все, да, ничего уже не будет. Знаете, в левой стороне идет, здесь бы вам хорошенько было бы чистку сделать, и обязательно нужно высшие силы попросить, заручиться помощью высших сил. Здесь что-то дело нечисто. То ли вас погладили, то ли дорогу вам кто-то перебежал. Понимаете, вы для вот этих людей, высоких людей, вы как будто невидимка. Вот они вас не видят, либо считают, что можно с вами так поступать. У вас просто над головой вышел образ змеи, причем она у вас выше, чем голова. Здесь 100% есть какой-то негатив, на вас сделанный, наведенный. Очень, конечно, похоже на сглаз, прям очень-очень. А у кого-то отыграется, что эту ситуацию вам просто подстроили, враги подстроили. Так тоже бывает. Да, какие-то нехорошие люди просто вас там, например, оклеветали, да, и теперь вы под судами ходите, какие-то разбирательства происходят, да, кто-то на вас как наводку дал, как, может быть, от конкурентов хотели избавиться, либо еще какие причины были. Вот чувствуется негативное воздействие. Чистка вам очень поможет. Во-первых, ваша энергетика разблокируется. А во-вторых, если негатив какой-то был, да, он весь уйдет. Здесь можно и самостоятельно чистки дома делать, и можно также отливок несколько сделать, да, посмотреть на результат. Это дело, оно сдвинется с точки, оно не будет продолжаться вечно. Здесь, смотрите, когда... есть, может быть, пару человек, которые это все тормозят. Не принимают решения, да, например, либо как заблокировали, может быть, там отодвинули, говорят, неважно, пусть лежит, да, не хотим этим заниматься. Вы, когда этот негативчик себя снимете, вы его себя снимете обязательно, там найдутся еще люди, похожие на вас, с такими же проблемами. И вы как с этими людьми будете как объединяться, может быть, вы к ним присоединитесь, какая-то бумага идет, какой-то документ, который, как порядок наведет. Вот документ откуда-то спускается, как будто бы свыше, может быть, распоряжение какое-то придет, да, и порядок будет. Знаете, даже вот по вашему вопросу разбираться не будут. То есть, если вы... допустим, да, какие-то еще там документы должны предоставить, либо какие-то условия выполнить. Скажет, ладно, не надо, забирай свое. Вот как хотела, забирай все. Там, лишь бы у тебя претензий к нам не было. Вот именно так поступят. Как-то очень быстро разрешится. Вот тянулось, прям годами тянулось, а потом приходит какой-то документ приходит, и все, и люди начинают как эти муравьи бегать. Скорее, все надо поделать, почистить, все порешать, да, чтобы никаких претензий к нам не было. Как-то очень быстро решится. Вы даже сами себе удивитесь. Но что мешает, это вот негатив. Негатив, причем у вас он над головой. Вот это мне не нравится, то, что над головой. То есть явно на вас было воздействие сделано. Но это не порча, не бойтесь. Ни порча, ни проклятие. Либо поглазили, либо действительно дорогу вам перешли. Вот, поэтому, мои хорошие, начните с чистки, поверьте, вы найдете людей, которые вам помогут. Вам даже и делать ничего не придется. Как будто бы за вас все сделают. Так, идем дальше. Здесь у меня сложный мужчина, который, скорее всего, то ли пьет, то ли гуляет, а может, он и пьет, и гуляет. У него как интересы не дома, а где-то. Вот дома ему не интересно, дома ему скучно. Ему хочется все время куда-то в путь. Там, где весело, там, где компании, там, где можно как блеснуть эрудицией, как-то себя проявить. Не домашний человек, абсолютно не домашний. То ли это муж, то ли это сын. Вот, вы очень переживаете за этого человека. Уже все, что можно было попробовали, но ничего не помогает. Сколько уже тут уговаривали, сколько слез пролили, а толку нету.
Абсолютно никакого нету толка. Вы знаете, ваши усилия, они ведь не пройдут даром. Абсолютно нет, вы не переживайте. Тут еще немножко нужно подождать. А у этого человека, ну, вот что-то по здоровью пойдет. Здоровье. Но я не могу сказать, что закончится здоровье. Нет, может быть, чем-то приболеет, либо какой-то случай произойдет. Человек очень испугается за свое здоровье. Очень. Вот прям, ну, как жизнь перед глазами пролетит. Может быть, в принципе, человек такой мнительный, впечатлительный. Вот. И вот этот момент, он будет решающим. После этого момента человек начнет меняться, там, спортом займется, может быть, ну, я даже не знаю, что-то руками будет делать, как отвлекать себя будет от этих всех гулек. У человека идет перерождение, переосмысление, перерождение, и вот как новая фаза в жизни открывается. Потерпите, здесь вот речь идет где-то, ну, приблизительно 3-6 месяцев еще человек так себя будет вести, а потом все, а потом вы его просто не узнаете. Не узнаете, будет совершенно другой. Дурь вся с него выйдет. А вы знаете, вы не плачете. Вы лучше за него просите, как за больного. О здравии, молитвы читайте, может быть, службу закажите. Это будет лучше. Потому что человек действительно сейчас как будто бы болеет. Так, идем на правую сторону. На правой стороне у меня кольцо. Девочки, кольцо выходит. Кто хотел, кто ждал, кто мечтал, кто вообще зашел на мою отсыпку, кто не в браке, мои хорошие, идет кольцо. Кольцо, причем кольцо откуда-то летит. Оно, не знаю, мужчина либо далеко от вас находится, либо мужчина иностранец. Вот откуда это кольцо летит к вам. Кольцо очень красивое. Будет предложение, будет брак. Вот этого точно избежать нельзя. Мужчина сам по себе очень неплохой, ну вот как мне показывают, да. Конечно же, не идеальный, но тем не менее, вот ваши ожидания не полностью оправдаются. Ну, есть же у вас какие-то представления, какого мужчину я хочу, там, с каким характером, как, чтобы он там себя проявлял, вел, ответственный, там, положительный. Идет мужчина, но лучше, чем ваши ожидания. И кольцо, откуда-то далеко он идет. Почему-то вот прям летит это кольцо к вам, как по небу летит. Может и правда где-то находится. А может быть, он вам это кольцо откуда-то за границей закажет. Да? Скажет, вот для любимой женщины ничего не жалко. Вот самое там шикарное, эксклюзивное, там, в единственном варианте закажу для своей любимой женщины. Почему-то это кольцо такой прям фурор произведет. Люди с недобрыми глазами могут глазить, смотреть на кольцо и глазить ваши отношения. Сделайте из него оберег. Пусть это кольцо будет вашим оберегом. Ну и как оно на вас всегда будет, и плюс оно будет вас защищать. Очень хорошо будет, если оберег сделаете. Вот. Брак будет, причем сразу хочу сказать, у кого-то будет и гражданский брак, но все будет как официально, может быть, вы сами не захотите, но у кого-то прям официальный, со всеми вытекающими, там и роспись, и венчание, все дела, все будет, обязательно будет. Так, а тот, кто у меня про встречу думает, вот есть любимый человек, а вы все думаете, встретимся, не встретимся, будем ли мы вместе, получится ли у нас отношения. Здесь очень четко показали два человека, навели мост между друг другом. И они в сердце, видите вот эту картиночку, да? Два человечка друг друга за руки держат, мостик образуют. И вот они в сердечке. Конечно, будет ваша встреча, конечно, вы будете вместе, потому что любите, потому что друг без друга уже не можете и не сможете. Вы знаете, я хочу вас предупредить. Вы-то друг друга любите, это бесспорно. Но со стороны мужчины какая-то неприятная женщина постоянно голову поднимает. Может быть, это его мама, может быть, бабушка, может быть, какая-то бывшая, а может быть, он и не до конца свободный человек. Вот эта женщина, ну, какие-то испытания будет придумывать для вас и для ваших отношений. Легко не будет, честно говорю. Но то, что вы будете вместе, и то, что вы совсем справитесь, я это вижу. Какое-то время немножечко будет вас беспокоить эта женщина. Она такая, знаете, настойчивая. Не привыкла она сдаваться.
Но и чужое счастье она не переносит даже на дух. Поэтому берегите друг друга. И понятно, что там ревность, претензии, это все есть. Но вам нужно объединяться. Объединяться как никогда, быть вместе, друг другу доверять, все проговаривать с друг другом. Вот чтобы не потерять эту близость. Тогда вам будет легче справиться со всеми этими обстоятельствами. Так, идем дальше. Вот большие птицы, которые летят в вашу жизнь. Но большие птицы — это большие перемены, мои хорошие, большие перемены. Будет меняться пространство вокруг вас, будут приходить разного рода новости, законы могут меняться, могут вот какие-то оповещения даже быть. Реагируйте на все. Вот у вас от чего-то глобального идут глобальные перемены, и они будут на вас отражаться. Вот если вы сумеете сориентироваться, все будет хорошо. Если вы будете сидеть дома, ну, мимо пройдет, понимаете? Ну, допустим, да, в вашем городе начинают строить там какой-то завод, допустим, да, просто завод начинают строить. Вы это понимаете, вы это слышите. Либо открывают что-то, там, большой торговый центр открывают, да, либо просто маленький магазин. Вы это слышите. Идите сразу туда, например, и говорите: ой, я хочу у вас работать, да, либо я там заинтересована. Вас возьмут, причем, ну, вы знаете, вот прям карьеру можно сделать, и если даже вы там в этой сфере не работали, можно всему подучиться. Если вы услышали, думаете: ой, ну я что ничего в этом не знаю, да, ну чего я туда пойду? Конечно же, вы просто пропустите. Либо, например, какие-то могут быть льготы там по бизнесу, по налогам, какие-то льготные предложения, может быть, там по строительству, там землю людям могут предоставлять. Ну, вариантов куча, да, тем более вот ориентируйтесь на свою страну, где вы проживаете. Бегите, вот просто услышали, сразу туда. Спрашивайте, узнавайте, интересуйтесь, участвуйте. Итак, мои хорошие, вы понимаете, как бы шансы идут, и вы их будете брать. А если просто сидеть, да, то ну, мимо пройдут, другие люди эти шансы возьмут. Вот вам так четко показали глобальные перемены в месте, где вы живете, где вы находитесь, либо где вы будете находиться. И вам нужно прям ловить эти перемены, слышать о них, бежать туда, да, и как бы настаивать, либо там предлагать себя, да, в качестве, там, например, сотрудника, либо соглашаться принимать участие, да, в каких-то программах, каких-то проектах. Дважды вот такие вот шансы вам выпадут. Глобальные, еще раз говорю, перемены. Если уцепитесь за один, просто замечательно. Если второй еще можете подцепить, но жизнь удалась, да, по-другому тут и не скажешь. Такие шансы будут вам предоставляться. Так, идем дальше. Здесь вот кто-то у меня болеет, либо никак с болячек не может выпутаться человек. Постоянно какая-то болька, постоянно одно вылечил, второе началось. Либо другая история, да, человек ходит, постоянно вот боль ощущает, тяжесть ощущает, идет в поликлинику, там руками разводит, говорит: да все в порядке у вас, ой, да не знаем, что это с вами, может там на нервной почве. То есть какие-то вот диагнозы спорные, да, мягко скажем, спорные. Либо, еще раз говорю, да, одно закончилось, второе начинается. У кого-то прям и по несколько болячек одновременно проявляется. Мои хорошие, здесь я вижу, что у вас идет знакомство с человеком, который в этом деле, ну, как говорят, собаку съел, да, человек, который разбирается от и до. Может быть, это доктор, да, то есть специалист. Может быть, это просто человек, который, ну, скажем, волей судьбы, да, очень много там повидал, может быть, справился с какими-то тяжелыми заболеваниями. Человек поделится с вами знаниями, да, как себе помочь, как уйти от этой боли, как справиться с неприятностями. Еще раз говорю, либо человек сам все перенес и нашел этот золотой ключик к здоровью, либо это человек очень хороший профессионал, вот такой доктор, вам повезет просто, что вы познакомитесь, человек вас, ну, действительно полечит, найдет истинную причину, сможет это все заблокировать, да, либо, ну, полностью убрать из вашего организма, из вашего тела. Это замечательно. Здесь вот что важно, что пойдет информация. Может быть, какой-то особый прием лекарств, может быть, там, лекарства, которых вы не знаете, может
может быть там комбинация препаратов, питания, там, каких-то процедур. То есть вам дадут информацию, это самое главное. Благодаря этой информации состояние здоровья улучшается. Поэтому, мои хорошие, идет в вашу жизнь человек, вот прям такой хороший человек, добрый человек, человек, который, ну, понимаете, денег за это не попросит. И ничего с вас не спросит. Просто решит вам помочь, и он вам поможет. Так, вам здоровеньким быть. Знаете, вот особенно у кого ножки больные, я вижу, что бегать будете. Бегать будете, причем до свидания будете бегать. Ой, девочки, тут прям у кого-то уже в таком возрасте зрелом идут любовные страсти, не детские. Тут у меня женщина, молодая женщина, кстати, да, вот душа у вас очень молодая, а вы уже под бабушку рядились, да, ой, ножки больные, ой, спина больная, ой, там палочку мне надо, и вы уже, да, как бабушка себя, вот я уже бабушка, я уже то, я уже все. Слушайте, у вас тут такой романтик идет, у вас тут такие страсти идут, боже мой, 18+ отдыхает. Мужчина моложе, чем вы, девочки, моложе, чем вы, причем так, ну, лет, ну, 5-7 точно, а может даже побольше. Вот, и такой прям, знаете, мимимишный. У вас эти мужчины, вон, смотрите, какие свидания. Свидания, встречи. Особенно, девочки, если вы еще и в браке, а муж ваш, кроме там дивана, пива и телевизора, ничего не признает, так слушайте, вы так похорошеете. Вот именно эта любовная связь вас поменяет. Вы переродитесь, да, сейчас вы в бабушку рядитесь, а потом будете вот прям как 18-летним фору давать. Понимаете, вот такой станете, ухаживать за собой начнете, похудеете, да. Вы знаете, вы прям, ну, лет на 20 точно помолодеете, а все благодаря этому роману. А мужчина, знаете какой, он вас замуж будет звать. Вот так и будет говорить: бросай своего, пойдем со мной замуж. Я, говорю, для тебя все, что хочешь. И знаете, он не обманет. Только вы, знаете, вы перебирать будете. Ну, имеете право, девочки, да. А что ж вы такую жизнь-то тяжелую прожили? Конечно, имеете право переживать. Но на любовную связь с ним пойдете. У вас роман прям подруги. Ой, подруги все завидовать будут, какая вы стали. Глазки блестят, щечки румяные, кожа прям такая налитая. И вы вот прям такая заходите, от вас эта энергия. Ой. Все прям будут смотреть и плакать от зависти, да, вот как вы поменялись, как любовь вас поменяла, страсть. Вот, так что, девчонки, тут еще будете думать, что делать, разводиться и еще раз замуж идти, либо так оставить. Но жизнь, конечно, тут прям как бриллиант заблестит, ваша личная жизнь. Здесь у вас еще подарок идет. Подарок очень ценный, дорогой. По деньгам очень дорогой. Вам подарит его тот человек, кто вас любит и кто чувствует свою вину перед вами. Может быть, это кто-то из ваших самых близких родственников, либо мужчина, который, да, там, себя не совсем корректно с вами повел. Вот. Подарок очень дорогой. То есть за всю свою жизнь вы таких подарков еще никогда не получали. Вот для вас это прям момент такой будет. Но счастливые слезы, да, по-другому и не скажешь. Поэтому, мои хорошие, готовьтесь. Все самое лучшее, оно у вас впереди. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.